До 1 сентября 2026 года хозяева капитальных гаражей, построенных до 30 декабря 2004 года, могут бесплатно оформить собственность земельный участок, на котором он расположен. Для оформления собственности по гаражной амнистии гараж должен быть капитальным строением, то есть иметь фундамент или прочную связь с землей. Это, наверное, вопрос актуальный для жителей города Кызыла. Я думаю, может быть, и город Шаганар, Хуваксы и Агдоурак. Насколько я знаю, что в этих населенных пунктах также имеется гаражное общество. Если даже стены, они могут быть совмещены там другими гаражами. Это капитальное сооружение, которое именно привязано с землей, фундамент капитально построено. Вот такие гаражи могут люди оформить. Если этот земельный участок не поставлен кадастровый учет, то, в принципе, могут через кадастровых инженеров оформить все вот эти земельные участки. К нам часто обращаются граждане для того, чтобы понять, как можно оформить право собственности на гараж, как реализовать свои права в рамках федерального закона гаражной амнистии. И в связи с множествами запросов граждан нами было предпринято решение организовать такой единый день консультирования. Как показал День открытых дверей по бесплатной юридической консультации, где основная тема была посвящена федеральному закону о гаражной амнистии, вопрос действительно актуальный. Желающих получить разъяснения по данной теме было достаточно. Вопросов много. Приходят пользователи гаражей, я бухгалтер гаражного общества. Есть же ограничение, что до 2004 года гаражи построенные подлежат амнистии, а документы сохранились. Почти ни у кого не сохранились. Поэтому проблемы, люди приходят. Купил гараж, проблемы были с документами. И вот в процессе сейчас специалисты помогают мне оформить все необходимые документы. В данный момент специалист помогает мне. Очень рад, что организация объявляет День открытых дверей. Знаю, что здесь у нас не очень сейчас используют вот эту возможность. Видимо, наверное, люди или не знают, или, может быть, какие-то проблемы в гаражных обществах, там, выдачи документов или оформления, или поиска. Потому что эти гаражные общества, они созданы, к примеру, там, уже 70-х, 80-х годах, а как таковые, там, они из рук в руки переходили, документы тоже. И в частности, там у людей, то, что они членами зарегистрированы протоколами общих собраний и так далее, а остальные документы, может быть, даже не сохранены. Напомним, что федеральный закон действует до 1 сентября 2026 года. Айра Сабы, Магуш Белайкожик, телеканал Тува-24.